Ребята дорогие, всем привет! Привет. Сегодня мы с Петей решили ответить на все новые вопросы, которые вы написали под видео. Я приветствую всех новых подписчиков. Вас гораздо больше, чем я ожидала. Мне очень приятно. И поехали. Так. Дорогие авторы, хотелось бы узнать ваше мнение о названии Якутия. В некоторых кавказских языках слово «якут» — это название драгоценного камня. Не связано ли это с алмазными месторождениями? Нет, конечно. Ну, якут, насколько я знаю, это рубин. Рубин. Вот. А Саха называли якутами, и это нас якольцами называли. Яколь, эвенки. Поэтому русские нас назвали якутами. Вот, поэтому мы... А алмазы вообще нашли вот недавно, совсем, в 50-х. Угу. В 50-х прошлого века. Так, следующий вопрос. Эрлан Аманкелди просит назвать национальных писателей Якутии. Ну, их много. Кулаковский, Сафронов, Алампа, Аюнский, Неустроев, Амматчига. Это вот самые известные Сорона Маллон. из современников. Ага. Да, в 20 веке. Эти музыкальные инструменты просил. Да, еще спрашивает тот же автор, Эрлан, про национальные музыкальные инструменты. Хамус, ну я знаю, хамус, табык, крымпа. Хамус это... Ну, это все знают, да. Табык это огромная шкура, ну, шкура быка натянутая, как барабан. Бум. А крымпа играет как это? Крымпа похожа на скрипку. На скрипку похоже, но как будто... Но опирается на основание пола, да? То есть Вы поищите, как играет на крымпе. Очень такой звук интересный. интересный. Да, и сочетается с горловым пением. Да? Да. Я знаю, что, кажется, в Бурятии тоже крымпа используется. У них по-другому. Так. Есть ли у вас национальный эпос? Да, Олонхо самый известный, и еще он охраняется и признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Вот, это героический эпос. Были у нас... Петя немного приболел. Были у нас аланхасуты, это сказители, которые путешествовали от Аласа к Аласам по якутским просторным землям, собирали вокруг себя всех желающих послушать, а это были практически все, не только дети. И начинал он свой сказ. Героический эпос Аланхо про богатырей великих, про абагы. Монстры, это монстры и чудовища, которым противостояли наши герои. Там, кстати, была в Аланхо Туярмако. Она была очень мощной женщиной. Да, ее изображали такой же вот крепкой, большой, практически такой же, как Нюргун Ботор. Девушка Ботор. Да, я помню эти иллюстрации с детства. Они прекрасные. Да. Вот. Делитесь ли вы на рода, племена? Наверняка казахстанец спросил, да? Конечно, делимся. Если бы в комнате соберутся два якута, если они не начнут выяснять, с какого улуса они, а это не якуты. Да? Но у нас по географическому принципу, не по родам, не как жузы, да, в Казахстане, совершенно не так. У нас улусы. Меняханглас, Тата, Амма, Белю, Усалдан, Браган, ну это и так далее. И так далее. Вот делимся по территориальному признаку. Да. И откуда родичи и так далее. Вот. Сахлар тюрки или ближе к халха? Мы не халха монголы, мы ближе к тюркам, но монгольские слова у нас тоже есть. Вот. Едите ли вы конину, баранину? Баранину нет, жеребятину едим, конину нет. Жеребенок – это родившийся весной жеребенок. Ну, максимум 2 года, двухлетку. Ну, да? Да.
И осенью по первому снегу его забивают, потому что у нас лошади пасутся сами, и жеребенок он не переживет зиму. Поэтому большую часть забивает, несколько оставляет, чтобы за ними ухаживали. Да, кстати, к вопросу гастрономическому еще спрашивали, а где же оленина? Оленина на рынках у нас есть. Это диетическое мясо, гипоаллергенное. И я знаю, что многие аллергики, дети с заболеванием, едят оленину, то есть им готовят. Но она не так доступна, как говядина, например, у нас. Не так популярна. А в Центральной Якутии оленей нет. Они там, на севере. Да. Я впервые оленя увидел в 16 лет на проводах зимой. Я тоже примерно на каких-то народных гуляниях. Но мне еще повезло побывать в Северном Улусе, на горах Кигелях. И там я даже покаталась на олене. Они очень маленькие. Маленькие? Да. Так, следующий вопрос. Остался невыясненным вопрос канализации. Виталис Викс спрашивает. Я так понимаю, ее нет? Тогда как же обстоят дела в домах на сваях? Не, в городе-то канализация есть, ты это логику включи немножко. Это в деревне нету. Яму вырыл вот там все, и жидкость туда уходит вниз. И то есть благоустроенные дома частные с канализацией. Все как везде, как обычно. Как у вас в России. Единственное, что, да, трубы поверх земли расположены, и они утеплены. Я даже помню, ты стекловато, ты падал когда-нибудь где-то? В стекловату падал постоянно. Вот утепляли стекловатые раньше, сейчас не знаю. Так, все, дальше идем. Мы торопимся, потому что, время. Так, в Якутске почему-то нет бомжей. Странно, да? Какой-то странный вопрос, потому что бомжей у нас миллион. Не миллион. Нет, очень много. Мы в Якутске, кстати. Немного. Только есть. в Якутске, по-моему, у нас бомжи, да? Наверное. Чем крупнее город, тем больше асоциальных элементов. И, кстати, у нас появились теплые остановки, и там иногда... Они ночуют. Да, и поэтому... Кстати, интересно, что во всей Якутии, которая там 3 миллиона километров, да, когда говорят город, имеют в виду Якутск. Только Якутск. Хотя у нас это, 10 городов, там города маленькие, поэтому говорят Кораккаварда, поехал в город, это значит поехал в Якутск. Да, и сейчас самый главный вопрос. Многие очень писали, что фу, она не знает своего родного языка, обзывались манкуртами и так далее, и говорили, как можно стесняться. Я поясню. И ты ты не виновата. В детстве, да, действительно, я была не виновата в том, что я не знала свой родной язык, поскольку со мной не говорили на якутском. Был русский садик, русская школа. И как только я открывала рот и пыталась говорить на якутском, меня сразу же затыкали, высмеивали и травили. И это стало одной из главных причин, почему я до сих пор не говорю на якутском. У меня остался этот страх, что если я буду неправильно произносить родные слова на родном языке, то тут же на меня обрушится гнев окружающих носителей. Этот комплекс сейчас уже для меня не комплекс, потому что я всяко разно, но общаюсь. Я очень люблю наши якутские междометия, и многие где-то в комментариях меня обвиняли в том, что как это она не знает? Слышно же акцент? Конечно, у меня есть акцент якутский. И когда мы жили в Москве, все слышали мой акцент якутский. И я не считаю это минусом. Я считаю это своей изюминкой. Yeah. Хоть и я не владею в полном объеме родным языком. Но, кстати, я уже давно мечтаю выучить свой родной язык, чтобы на равных общаться с земляками. И появились как раз курсы. Если бы мы не уехали
из Якутии, я бы, да, сейчас ходила на очные курсы. Но есть еще и онлайн. С Нового года я приняла решение взять онлайн-курсы. Еще у нас есть приложение Сахалы. Его создала Лилия Бичиген со своим мужем. И я хочу поддержать это приложение и также рассказывать о нем в своей запрещенной соцсети с картинками. Инстаграм, что ли? Ну, в общем, знаете, что мы свой язык чтим, как и свою культуру. Кто не был в Якутии, тот не понимает, насколько у нас сохранилась культура. Возможно, наша отдаленность нашу культуру и спасла. У нас не так много пришлых, как, например, в Бурятии, да? И в Якутии очень широко, красочно, масштабно празднуется наш Новый год, Исэх. Не для туристов, для себя. Для себя. Люди шьют национальные костюмы. Не только женщины и дети, но и мужчины все любят принарядиться. Вы бы видели, какой там фэшн устроили на Исэхе в 2022 году летом. Это было просто любо-дорого взглянуть. И все иностранцы просто в шоке и в восторге от того, насколько мы сохранили наши традиции и насколько у нас здорово. Аутентично. Аутентично, да. Как будет лиственница по-якутски? Тит. 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 Так, дорогая Вика, вы в Алматы, давайте встречаться, это так здорово. Мы, казахи, смотрим ваш канал из Якутии, вы наши кровные братья. Где можно оставить телефон? Давайте знакомиться, пока вы в Алматы. Ну, во-первых, нам очень приятно, что вы пишете такие дружелюбные комментарии. Конечно, мы встретимся, мы подумаем об этом. Просто сейчас у нас такой период, что, господи, переезд — это все-таки непросто. И мы сейчас немного закрылись в себе, ни с кем особо не общаемся, ну то есть с новыми людьми. Вообще ни с кем не общаемся. Вообще ни с кем не общаемся. С воспитательницей детского сада. И все. Ну то есть нам нужно прийти в себя. И, кстати, был еще вопрос. Сделаете ли вы влог про Алматы? Конечно, здесь столько всего. Мне очень нравится у вас, если вы из Казахстана. Поэтому влогом с Казахстана быть. Тем более, что у нас есть радостная новость. К нам едут Петины родители. Вот. На Новый год. Так что будут приключения, очень много семейных видео, которые я, ну вы помните, прежде всего сохраняю и снимаю, делаю их для себя, чтобы я потом когда-нибудь смотрела. Я хочу как поймать этот момент, миг, когда мы так счастливы и все хорошо, несмотря ни на что. Вот, так что будут влоги. А я приболел. Да, Петя сейчас болеет, но, блин... 10 лет не простывал, а вот тут во влажном климате загрипповал, что ли. Ну ничего, выздоровеешь. Угу. Так, вопрос возник. А термобелье полная хрень? Или в холода работает? Запустите тест. Ну, по нашему опыту... Нормально? Термобелье работает. Первый теплый слой. Я лично люблю трикотажное. Потому что есть такие прям шерстяные, от них чешешься. Поэтому... Надел колготки и вперед. Ну, у нас термобелье, когда мы в детстве были, это 35 колготок, ритус и баккы. Баккы. Да, по-сахалы баккы. Баккы называются, подштанники. Салам алейкум. Правда ли, что в Якутии раньше в древности стояли мечети и были мусульманами? Сам живу в Казахстане. Это неправда. Это неправда, это байка. Это байка. Да, в Сибири там, возле Тобола, ну, вдоль этих гор были мусульманские восьмиугольные захоронения имамов. Да? Да. Ну, приходили из Туркменистана, еще до русских, торговали со стеками, с фагулами, а до Якутии там дойти трудно.
Мечети не было в Якутии никогда. Не было. Ну, вот сейчас начали появляться. Сейчас есть, кстати, у нас сейчас мечеть, есть, да. Знаю, в Якутске стоит мечеть, и еще в Нижнем Бестяхе точно знаю. Да, точно есть. В остальных не знаю. Так. Почему якуты не совсем светлые, хотя вы живете на севере? Но у нас лето очень жарко. Я, например, за лето сгораю, у меня лицо как картошка становится. Плюс 40. И Якутск находится на 5-м месте по числу солнечных дней. Чуть-чуть уступает Алматы там, на неделю. А так у нас тоже солнечно. Ну и при том, азиаты тоже разные бывают. Но. Бывают очень белокожие, бывают прямо розово-кожие, бывают смугло-кожие. Всяко разные. Всяко разное. Да. Так, вопрос к авторам. Почему якуты не целуются, а нюхаются? Холодно, потому что. Ноги приятнейшие и все. Рот откроешь, и зубы треснут. Вот так. Ну, эти алиуты тоже, эскимосы тоже. Ну, там, это Макияж. макияж. Ну, на самом деле мы детей вот так-то целуем. Да. Ну, это не знаю, это очень приятно. Но вы же тоже любите своих детей нюхать. Это же самый божественный запах на свете. И родного человека. Не знаю, мне кажется, носиками это очень приятно. Да? Ну и все целуемся, естественно, чтобы не было вопросов, что якуты вообще не целуются. Целуемся, как и все вы. Рот самое заразное место в организме человека. О, Столько да. бактерий. Минутка медицины от Петра Андреева. Так. Дальше. Не понял. Почему на казахов похожи? Вылитая казашка же. Это вы на нас похожи. Потому что мы тюркуты. Ну, тюрки все похожи, наверное. Или вообще все азиаты. Не, ну я вьетнамцы-то от китайца отличу. Да, я, кстати, сахалар отличаю от казахов. Вот обратите внимание, у саха такие скулы, как у меня. У казахов тоже есть. Да? Черт. Ну, мы похожи, да? похожи. Не отличите. Надо будет. Казахский сейчас еще выучим. Ладно. Ага. Так. Случайно попал на ваш канал, послушал как своих знакомых. Возник вопрос. На слух имена тюркские, а разговор финно-угорский. Почему? Какой финно-угорский? Я не Вот это знаю. вот очень странно. Было несколько таких комментариев, что звучит как финские. Да. Я тоже удивлена. Есть же такая легенда, что какой-то викинг поплыл вдоль этого Северно-Ледовитого океана, поднялся по какой-то большой реке, люди говорят, что это Лена, научил там местных жителей строить длинные дома, а потом через 30 с чем-то лет вернулся обратно. Окей. Ну, у нас якутские дома похожи, вот, они длинные, на скандинавские дома похожи немножко. Советские бараки. Окей. Так, здравствуйте. А вы планируете приехать в Азербайджан, город Баку? Привет, солнечный Азербайджан. Пока что не планируем, но вообще тюркская культура с переездом в Казахстан нам стало очень интересно. И прям как минимум в Кыргызстан мы точно приедем. В Азербайджан, наверное, тоже. Надо. Так. Еще. А какая религия у якутов, спрашивают? Ну, у нас северная ветвь тенгрианства называется Араи. Вот, один Ар-Аи Тойон один, и еще плюс 12 этих Божеств. божеств. Ага. Вот, у нас, ну, как у всех, Аллара дойду, нижний мир, Орто дойду, Средний мир да, наш. и Аи. Виге дойду, Там, где Аи живут. где живут божества Аи. А под землей живут Абага, монстры. Вот. Там описание такое было, что они железные, однорукие, одноногие, с одним глазом. Как этот
манипулятор на заводе жизни. Вот такого не было. Ну, в общем, интересно, погуглите, если сами интересуетесь. Я вот. Но мы почитаем, мы солнцепоклонники, небо наш отец, солнце наша мать. Огонь кормим, это задабриваем духов местности, чтобы, не дай бог, он не шутил жестоко. У нас очень много своих орнаментов, ритуалов и обрядов. Самое известное — это встреча солнца. Встреча солнца. Да, в самые короткие, в самую короткую ночь. Еще интересно, что вот Ара-И, он не принимает никаких жертвоприношений, кроме чего? Молока, молочных белых продуктов. Все. Там кумыс, кючах. Но мы печем оладушки. Оладушки печем. И, кстати, мука до прихода русских, да, в 17 веке, у нас была мука. Но мука была особенная, она была из сухих кореньев. Толокли, и поэтому была особая мука. Да, сохранились какой-то рецепт еще лепешки. Мы печем оладушки. Оладушки как символ солнца. Мы всегда печем оладушки, чтобы это такой поблагодарить природу. Обряд задабривание. Ага. Благо, чего-то там. Благодарность. Благословение. Природе. То есть в каждый поход, в который мы ходим, мы всегда берем оладушки. Помните влог из Амги? Ага. Там как раз-таки есть. Да, есть такое. Мы всегда кормим реку, всегда кормим все святые места, которые посещаем. Места. Скалы, места силы. Да. Ребят, мы тут передислоцировались. Я хочу пояснить один момент. Почему я не говорю про политику и не затрагиваю крайне острые вопросы, которые так или иначе касаются политики? Потому что я хочу жить на своей земле. Я люблю Якутию и сделаю все, чтобы вернуться туда. И буду летать туда так часто, как смогу. Именно поэтому я так осторожна в своих высказываниях. Именно поэтому я не затрагиваю политику. Все. Да, ребят, давайте. Политики нет. Да, давай, если вам хочется понегативить, сбросить свой стресс, то, пожалуйста. Идите к Максиму Кацу. Да, идите на другие каналы. Здесь я показываю простую жизнь обычных людей. Без распри. Без имперских амбиций. Да, давайте не будем ссориться. Давайте ёшки-пашки. Все. Я немножко разволновалась и разнервничалась опять. Ребят, давайте жить дружно. Если вы меня поддерживаете, то, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. А еще случилась такая штука, что я никак не могу вытащить свою зарплату с YouTube. Я еще ни разу ее не вытаскивала, но у меня достаточно там накапало, чтобы я могла бы это сделать. Но, как вы знаете, всех российских ютуберов заблокировали санкции, и поэтому никакого поощрения за мою деятельность я не получаю. Поэтому, если вдруг вы хотите поддержать канал, хотите больше контента, то в описании YouTube канала я оставила свои реквизиты. Можете сделать быстрый перевод либо на карту МИР, либо на казахскую Каспи. Буду рада. Я буду рада даже донатом, то есть пожертвованием в размере стоимости чашки кофе. Вот. Все, пока. А вот зацените, я хотела похвастаться. У меня есть такая вот подвеска. Кто знает, чьи это очертания? Пишите в комментариях. Пока. Пока-пока.